Совсем скоро в этом цеху начнется рабочая суета. Мебельный отдел в ЛПК «Мужичи» налаживает основное производство. Он уже оснащен всем необходимым оборудованием. 20 станков смогут произвести детали для мебели любой сложности. Вот сейчас мы запустили линию мебельного щита и запускаем производство дверей. В следующем производстве мы запускаем балясины, перила и все остальное. В основном все будет из нашей породы деревьев. ЛПК «Мужичи» заработал в 2021 году. Сейчас они производят евровагонку. Производство запустили при активной поддержке руководства региона. Глава республики не раз посещал и оценивал работу комплекса. Завод, как отметил Махмуд Али Калиматов, должен стать подспорьем в развитии экономики субъекта, а также обеспечить местное население рабочими местами. Производство должно быть четко налажено, обучать их надо. Ему надо трудовую. А трудовая, если есть, значит, больничный, отпуск. Как положено, он должен жить. Социальный пакет его. Мялдуется, черт, хожу, ердный волос, ердный дивый. Что делать, ердный дивый? И что делать, ерху дивый? У него перспектива должна быть. Комплекс работает с еловыми деревьями и буком. Если первые используют на пол и вагонку, то бук исключительно отправляется на переработку и мебель. В производстве используются исключительно современные технологии. Ни грамма не хуже, чем что привозные, если не лучше. Мы сами сушим лес и сами производим. Процесс производства, наверное, самый занимательный в лесоперерабатывающем комплексе. Срубленный лес сначала шинкуют на доски, равняют края и подгоняют под стандартные размеры. Для полной переработки материалов комплексу нужны несколько месяцев. Только сушка занимает 2 из них. Кстати, здесь она сконструирована из специальных алюминиевых модулей и работает от твердотопливной котельной. Ее мощность позволяет отопить все село Мужичи. Чтобы обеспечить бесперебойную работу сушилок, от газовой печи пришлось отказаться, так как она потребляет слишком много топлива. А эта котельная работает на производственных отходах, что также снижает себестоимость товара. Человек только топит котел, остальное все делает компьютер. Орошение, все как надо. Всю температуру, все поддерживает компьютер. Сейчас, несмотря на то, что комплекс работает не на полную мощность, он за 2 месяца перерабатывает около 150 кубов бука и более 100 кубов сосны. Ее распределяют на производство 300 квадратов пола и 400 квадратов евровагонки. Бук пока на реализации, в дальнейшем часть планируют отправлять на производство мебели. Товаром уже заинтересованы подрядчики из Дагестана, Краснодара и местные торговые точки. Сейчас на заводе работают больше 20 человек. В дальнейшем, после освоения всех навыков и особенностей управления оборудованием, штат планирует увеличить в 2 раза, а производственную мощность в 5 раз. Нам обещали выделить землю, мы подали все документы. Ждем, пока выделят свою деляну, мы будем оттуда пилить, и уже лес пойдет. Мы планируем закупать еще сосну с Архангельска. Договариваемся, что производить европол и евровагонку. Персонал здесь местные жители. Для них созданы все условия для комфортного труда. Бесплатный обед, душевые кабинки, зоны отдыха. Средняя заработная плата рабочих до 25 тысяч рублей. Плюс ЛПК закупает лес у местных пилорам. Муслим Ганиев, Адам Гулоев, Асхаб Белакиев. Новости 24.